В эфире Якутии-24 актуальное интервью. Государственный русский драматический театр имени Пушкина представил новый спектакль в постановке якутского режиссера Сергея Потапова «Дни Турбиных» по роману Михаила Булгакова «Белая гвардия». О чем спектакль, как восприняли его зрители и остался ли доволен создатель постановки? Об этом мы сегодня поговорим с самим режиссером Сергеем Потаповым. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам в студию. Во-первых, поздравляем вас с премьерой. И это не первая экранизация Михаила Афанасьевича. Почему вновь Булгаков? Меня пригласил директор театра Александр Александрович Лобанов, предложил этот материал сам. Так как я уже работал с Булгаковым, как-то меня эта тема тоже зацепила, и я согласился. Я до этого ставил в Красноярском крае, в городе Минусинск, Булгакова пьесу «Последние дни». Этот спектакль сейчас идет по России, в разных фестивалях участвует. И вот скоро будет участвовать в Новосибирском транзите, большой театральный фестиваль. Вот. И вот так. А Булгаков — это ваш любимый писатель или хотя бы входит в круг ваших любимых писателей? Я бы не сказал, что он такой мой любимый, но просто я думаю, что он недооцененный как драматург. Вот. Все-таки больше его прозы читаются, а вот с пьесами как-то не очень его. Как бы в театрах. Вот. А так, и мне нравится его слово, и как-то его энергия в слове. Мы привыкли к классической трактовке пьесы «Судьба, интеллигенция и революция». А о чем ваша постановка? Когда мы разговаривали с директором, он все-таки сказал, что хочет увидеть более хрестоматийную постановку. Я подумал, и как-то слишком хрестоматийно ставить тоже как-то, все-таки для театра это не очень выгодно. Да? Лучше взять книгу, как бы основу саму, и прочитать. Вот это будет ближе к автору. А все-таки театр предполагает игру, какое-то действие. Поэтому я думаю, что он у меня получился такой неореализм такой какой-то. Я как бы не отходил от сюжетных линий, все как написано. Текст даже мы не укоротили, как чуть-чуть смазали там, но в целом все оставили как есть. Вот. Просто там какие-то пластические ходы, какие-то новые решения пытались найти, потому что пьеса сама такая словесная, там мало действия. Чтобы держать внимание зрителя, я думаю, на сцене должно быть какое-то действие, какие-то изменения пластические, сценографические. Вот. А как к этому неореализму отнесся наш якутский зритель? Из того, что пишут, в целом, таких не очень, плохих рецензий не читал. В целом, как-то зритель воспринял это. Вот. И как сам театр тоже как-то так тоже вдохновился этим спектаклем. Это, мне кажется, самое главное, когда твои коллеги как-то так вдохновляются и оценивают твою работу. Говоря о русском драматическом театре, это ваш первый опыт работы с ними, и как вам понравилось работать с актерами русского драматического театра, и насколько сложно было с ними работать? Можно сказать, да, это моя такая большая работа, первая в этом театре. Вот. Но я, конечно, там ребят, которые давно работают, все хорошо знаю, так что меня просто после Нового года я оставил там и приехал. И после этого такая первая моя работа получается дома, и поэтому как-то все так по-семейному там было. И репетировали как-то так, очень тепло. Хочу поблагодарить, кстати, директора театра Лобанова Александра, и всех артистов, которые участвовали в этом спектакле. Кого бы вы особо могли выделить из артистов? Я бы не сказал, что кто-то просто появился какой-то ансамбль, и все артисты в целом играли все в ансамбле, и каждый играл свою партию. Я думаю, на уровне. Сценография тоже была особенной, хотя присутствовали традиционные абажуры стол, но можно было увидеть и занавес с девами и сестрами милосердия. Что они олицетворяют? Это моя первая работа с художником Екатериной Шапошниковой. Очень хороший, талантливый художник. Поэтому, когда ты работаешь с человеком, с которым ты не работал, всегда интересно, ты открываешь какой-то новый мир, открываешь человека, и поэтому
то, что она сделала на сцене, меня очень удовлетворило вообще. Вот. Какое-то очень пространственное решение, такое свободное в спектакле. И, как бы, ну, можно сказать, все на отлично она сделала. И, как бы, так. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем мы еще будем с ней работать. А до премьеры спектакля вы сказали о том, что политического подтекста никакого не будет, и темы Украины затрагиваться не будут, но там можно все равно в актерах углядеть, точнее в их образах, политические фигуры нынешнего времени, или это нам привиделось? Нет, ну, сопоставлять сегодняшнее время с тем, что когда-то написано, но особенно с классическими произведениями, я думаю, это слишком, как бы сказать, легкий путь. Да? Немножко такой попсовый. Поэтому мы хотели чуть-чуть отойти от этого, сказать о каких-то очень таких, человеческих чувствах, которые всегда, да, присутствуют. Как бы уйти от политики, потому что все-таки театр и политика – это такие вещи несовместимые, я думаю. Вот. Но там сцену мы убрали, но все равно то, что действие происходит в Киеве, в Украине, мы как-то все-таки это оставили, чтобы так все сразу не убирать. Вот. Но сцены там, где петлюровцы там, разговаривают, говорят на украинском языке, вот как-то мы это все убрали, потому что какая-то немножко такая выбивалась из всей концепции, которую я сделал. Ну и мне кажется, спектакль вообще ничего не потерял от этого. Не хочется раскрывать интригу, особенно для тех людей, кто не успел еще попасть на премьеру, но все же хочет сходить на вашу постановку. Но не могу не спросить, финал у вас отличается от булгаковского финала. Почему вы решили отойти от оригинальной концовки? Нет, как бы ничего такого. Там текст остался просто, там просто пластическая, там какая-то метафору какую-то мы включили. Может, из-за этого кажется. Но надо просто самим посмотреть это и понять, почему, что я хотел этим сказать. Потому что как бы это все так закольцовывает, все действие, весь спектакль, этот финал. Вот. А так, как бы, то, что, текст, который есть там, он как бы есть. Ничего там не поменялось. А кто еще, кроме вас, художников и людей, которые мы видим на сцене, работал над этой постановкой, над этим спектаклем? Весь театр работает, все цеха работают. Вот. Там очень много в театре, как сказать, таких солдатов невидимого фронта, которые все заинтересованы, чтобы этот проект получился. Вот. Когда я куда-то тоже приезжаю, тоже весь театр начинает работать на мою мысль, на мою идею. Да? Вот. Там раз-два человека, как бы такого нету. Театр же это тоже очень такой сложный, большой механизм. И весь механизм начинает работать на спектакль. Вот. Поэтому, я в целом доволен цехами, которые работали в этом проекте. А именно, помимо цехов, именно самой постановкой вы остались довольны? Каждый художник, он как-то всегда остается недоволен, все равно думаешь, можно было бы сделать и так лучше, да, как-то, это такое, в целом, можно сказать, я доволен. Вы много работаете помимо Якутска и в других городах, по приглашению в других театрах. Как вам работа там и чем она отличается от работы в Якутске? Как бы таких больших отличий нету, потому что это же одни технологии, да? Как бы, мы все люди искусства, мы люди все театра, где бы я ни был, мы все равно разговариваем на одном языке, да? На языке театра. Вот. Поэтому я бы не сказал, что где-то мне было сложно, а где-то легко. Да? Конечно, родные стены как-то помогают, но в то же время тоже есть здесь такое, немножко такое, дружба там вот это как бы немножко смягчает все это. Какая-то иногда появляется безалаберность, может появиться, когда ты очень много работаешь с одними и теми же людьми, а так, когда ты приезжаешь куда-то, ты как событие, ты же приезжаешь в новый театр, и ты как-то новый режиссер, и как-то все так вокруг тебя, и все хотят работать, поэтому в этом есть какой-то стимул, когда появляется новый человек в театре. Мы мало знаем о ваших выездах, только больше о работе в Якутске. Расскажите, в каких театрах именно вы работали, какие там постановки, может быть, ставили, и, может быть, какие-то театры вам запомнились больше, чем другие?
Ну, в целом я вот за пределами республики уже поставил, ну, ближайшее зарубежье, в России, ну, 20 спектаклей у меня. Вот, проехал все национальные республики в России. Вот. Ну, сейчас еще вот у меня есть проекты, которые я должен до Нового года сделать. У меня сейчас 4 проекта до Нового года еще. Хочу в своем родном театре, в Саха-театре поставить Гамлета Шекспира. Потом у меня Краснодар будет, Тверь. Вот, и в Татарстане должен поставить спектакль. Ну, всегда, конечно, когда в театре профессиональные люди работают, всегда легче. Бывает иногда сложно, когда не хватает каких-то технологий, не хватает людей, умеющих что-то делать. Тогда пытаешься как-то выйти из этой ситуации, смягчить все это, как-то пойти другим путем. Но может в этом есть какая-то сложность. Вот. А вы ранее говорили о том, что будете ставить Гамлета. Когда можно ожидать? Ну вот Гамлета мы намечаем в Саха-театре под конец этого сезона, это в начале июля. Вот. Приглашаю всех вас. А чем намерены удивить? Ну, придете, посмотрите. Все, спасибо вам большое. Спасибо Я вам. напомню, что сегодня в гостях у нас был Сергей Потапов, режиссер, и обсудили мы сегодня премьеру нового спектакля «Дни Турбиных» в Якутске. Вы смотрели актуальное интервью, в студии работал Василий Радченко. Оставайтесь в эфире Якутии 24.